Меня зовут Миша Новаков, и я вам сегодня представляю наш совершенно новый проект, который называется Казах Тайм. Дело в том, что в Нью-Йорке живет огромное количество выходцев из Казахстана, и мы решили, что мы просто не имеем права обойти их стороной, поэтому представляю вам ведущего программы Казах Тайм Данияр Кажан. Данияр, привет! Приветствую, Михаил, благодарю вас за приглашение. Бәріне сәлем, эфирде Казах Тайм. Это программа Казах Тайм из Нью-Йорка на весь мир. Қазақстан консулы Нью-Йорк қаласында. Мади, сәлеметсіз, Қазақстанға тікелей эфирдеміз. Бізде обязательно мынандай флагпен туымыз. Это Казах Тайм. Казах Тайм на Freedom FM. Друзья, прекрасная композиция только что прозвучала. Хуанды Грахым, мен казахтым. В гостях сегодня генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке, господин Алмат Айдарбеков. Приветствую, Алмат. Да, добрый день, Данияр. Спасибо большое за приглашение. Во-первых, хотел бы поздравить с открытием Казах Тайм и поблагодарить Freedom FM, что пригласили нас и посвящают время для Казахстана. Да, благодарю, Алмат, что тоже вы уделили свое время, ваш плотный график. Алмат, можете чуть подробнее о себе рассказать, какого времени вы являетесь консулом в Нью-Йорке, сколько времени вы здесь работаете? Да, конечно. Я в системе МИД работаю уже более 20 лет. И, сами понимаете, дипломаты, они своего рода тоже казаки, кочевники, кочуют с одной стороны в другую. Первая моя командировка началась в Турции, в нашем посольстве в Анкаре. Далее в Лондоне, да, в нашем посольстве в Лондоне, затем в Вашингтоне, и сейчас вот с 1 ноября 2019 года я являюсь, назначен генеральным консулом Казахстана в Нью-Йорке. Очень приятно, очень классные места вы поработали, прям шикарно. Алмат, вот я думаю, многим, как слушателям, интересно, на самом деле, да и мне самому, сколько у нас казахстанцев вообще в Америке, в Нью-Йорке, вот, казахстанцев именно? Я понимаю, что точно подсчета, наверное, нету, но примерно. Точных подсчетов нету, данных, но примерно по нашей статистике, никто точно не скажет, но в нашем консульском округе порядка 20-25 тысяч наших граждан. Среди них, естественно, есть те, которые приехали из Казахстана и уже являются гражданами Америки, и те, которые находятся здесь на грин-карте или которые здесь работают. Понятно. Я знаю, что вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками, у вас здесь замечательные подарки, вот «Путь Абая» на английском языке написано. Да, это вот... Расскажите чуть подробнее. Да. В 2020 год прошло под эгидой празднования наших великих мыслителей. Это вот 1150-летие Аль-Фараби и 175-летие Абая. Да. И вот в рамках празднования нашим посольством и генеральным консульством было организовано перевод книги Анвара Алимжанова «Возвращение учителя» на английский язык и книга Жабайхана Абдидина про философию Абая, Абай – великий мыслитель и гуманист. Также у нас наше Министерство иностранных дел перевели сборник произведений Абая на английский язык. Замечательно, я думаю, это очень прекрасная книга, и, возможно, наконец-то прочитать иностранцам про великого Абая. Я вот хочу напомнить, что у нас сегодня есть подарки для наших слушателей, и мы подарим эти подарки, прекрасные книги на английском языке про путь Абая, и плюс еще красивые ежедневники с орнаментами казахскими нашими. Если вот вкратце, то функция нашего генерального консульства заключается в том, чтобы не только улучшать двухсторонние отношения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки в экономических, культурно-гуманитарных сферах, но вместе с тем помогать нашим гражданам консульскими вопросами. То есть, если здесь у них родились дети, то выдача свидетельства о рождении. Если кто-то утерял паспорта или хочет здесь оформить свой паспорт, то им помогать предоставлять данные услуги.
То есть на нашем сайте, на сайте Генерального консульства есть соответствующие секции, да, где объясняется, какие документы нужны. И мы, естественно, с удовольствием нашим гражданам поможем. То есть это приоритет, наш приоритет поддержать и помочь нашим гражданам здесь, которые находятся на территории Соединенных Штатов Америки. Замечательно. Так и мы спокойнее, что у нас есть поддержка. Да, естественно. Куда можно обратиться. Территория Генерального консульства, как вы знаете, по Венской конвенции по дипломатическим и консульским отношениям, является территорией Казахстана. И любой гражданин Казахстана или казахстанец, он может прийти в любое время для помощи, и вообще просто можно будет даже прийти и чай попить. Замечательно. Ну, еще момент такой, скоро вот празднование Наурuz, да, вот вы рассказывали, что, возможно, мы проведем его Наурuz в Нью-Йорке, так пока дистанционно, онлайн из-за ковида, да? Да, это сейчас вот с началом ковид и пандемии, естественно, весь мир, он изменился. Сейчас, однозначно. Да, мир, который до ковида и после ковида, это разные вещи. Естественно, все переходит на виртуальный формат. Мы тоже в прошлом году планировали большое празднование, да, с участием нашей диаспоры не только в Нью-Йорке и близлежащих штатах, но и с Массачусетса, с Бостона и из Чикаго. В этом году мы планируем, естественно, Наурuz — это великий праздник для нас, это начало Нового года, день 22 марта, поэтому мы решили в этом году провести в онлайн-режиме. Замечательно. И мы сейчас пока идет такая организационная стадия, но примерно где-то 19 марта мы хотим, естественно, мы по нашим соцсетям будем передавать, когда это будет известно, и, естественно, мы будем праздновать в этом году в онлайн-режиме наш светлый праздник Наурuz. Замечательно. Ну итак, друзья, в эфире Казах Тайм на Freedom FM. У нас вот прекрасные подарки от нашего генерального консула. Для того, чтобы их выиграть, нужно написать смс «Вопрос консулу». Интересный вопрос мы выберем и подарим наши подарки по номеру 347-20-10-410, 347-201-04-10. Итак, поехали. Следующая композиция. Музарт, Ол Көктем оралмайды. Профессионал, как Все хорошо, динамика набирается, все нормально. Если нужна будет реклама вашего радио, еще расскажем. Хорошо, спасибо, благодарю вас, спасибо большое. Почаще напоминаю телефон для смс-сообщений, да, потому что люди не помнят, особенно, может быть, кто-то никогда не писал, скажем, да, казахстанцы, поэтому они как бы еще не запомнили этот номер телефона. Вот, ну сейчас раскачаемся немножко, да, все нормально, все. Қазақстан жайлы айтсаңыз, сіздің блогыңыз осымен айтқанда біз ойлап тұрған кезде сіз қалсаңыз, если уақытыңыз болып жатса, подарим 10 концерт выделим. Или как жүре берем десеңіз, өзін таңдап. Хотя микс бывает. Все, жақсы. Егер де не болмаса, совет хозяина. Привет, Маш, привет. Сегодня, получается, второй, да, выход? Первый. В прошлый раз был просто как мы с гостями были, гости, первый. Бізде 3 минут бар әлі уақыт. Қазір суламыз ба? Давай. Да, мне надо кітаптар бар, егер де керек болатын болса, мынандай кітаптарды беріп жатыр. Егер де Уақыттар болып тұрса можно будет. Бұл енді қазір осы шетелдерге беру үшін өзінің копияларында можно будет прийти и у нас забрать. Как? Плане? Дорог или отрасль? Тұрып тұрсыз отыр. Просто факторлар мен тұрмын. Можно вот так. Бәріміз қайда, Димаш? Димаш, ты с той стороны?
Маслик такой, разметки агенции. Совестный день. Это классный инициатива. Ну да, вот это Михаилу благодарим. Спасибо. Отдельное. Очень приятно, ребята. Мы в радио-комьюнити, мы единственная как бы FM-радиостанция русскоязычная, которая есть. И довольно долгое время, да, вы уже? Ну, мы на самом деле, мы не так долго, но мы так выстрелили. Хорошо, далеко выстрелили, так что к нам, да, очень многие присоединились, учитывая то, что есть кроме нас еще одна станция на AM, Дэвидсон радио, может быть, вы слышали о такой. Но они такие ток-радио, только политика, так сказать, немножко. И они не 24 часа в сутки, не 7 дней в неделю. Вот. Не все люди готовы слушать всегда про политику. И есть еще две русскоязычных радиостанции, но они на HD, в HD формате. То есть они не слышны, в каждой машине нет HD-приемника. Например, у людей дома нету HD-приемников тоже. То есть мы как бы на FM, мы единственная радиостанция на русском языке, доступная абсолютно каждому в любом приемнике. Как мы говорим, у любой бабушки из утюга нас слышно, да. Скайп у нас на связи. Да, Следующий всё. скайп. Когда мы подключаем? Сейчас хотим подключить? Я сейчас пару слов скажу, представлю его и его подключаем. Хорошо, ну давай я тогда сразу его подключу сейчас, да. Так, скайп. Да, вот благодаря Даньяру сейчас уже в машине настроена Freedom FM тоже. Отлично, супер. Многие Мы на двух, мы и на аналоговой волне, и на цифровой. То есть если нас на аналоговой не слышно, то цифровая волна 96,3 HD4, это наша цифровая волна. Сразу выходим на рекламу. Казахтайм на Freedom Казахтайм на Freedom FM, друзья. Мы продолжаем. Казахстан – это огромная территория, которая является домом для 120 этнических групп и национальностей. Как я и обещал, прямо сейчас поделюсь с вами занимательными фактами о Казахстане. Казахстан – 9-я самая большая страна в мире. Ее площадь 2 717 000 квадратных метров. Кроме того, это самый крупный из всех государств, не имеющих выхода в океан. В Казахстане находится самый первый и самый большой космодром в мире – Байконур. Отсюда в 1957 году отправили на орбиту первый искусственный спутник Земли, а через 4 года первого человека Юрия Гагарина. Прежнее название города Астана, столицы Казахстана, с казахского языка переводится как «столица». В Казахстане 2 новых года. 1 января в соответствии с европейскими традициями и 21-23 марта после наступления весеннего равноденствия это Наурыз. Оба праздника отмечаются на государственном уровне. В Алмате расположена самая высокая в мире телевизионная башня – Коктюбе, высота которого 372 метра. На юге-востоке Казахстана расположено удивительное озеро Балхаш, половина воды в котором пресная, а половина соленая. Название национального блюда Казахстана бешбармак буквально переводится как 5 пальцев, потому что его традиционно едят руками. Это мелко нарезанное отварное мясо, конины или баранины с лапшой, которую обычно подают в большом блюде. Сверху блюдо посыпают луком, чесноком и петрушкой. Самый большой шатер в мире расположен в Астане. Площадь торгово-развлекательного центра 127 тысяч квадратных метров, а высота 150 метров. Здание входит в десятку лучших эко-зданий планеты и единственное в данном категории в СНГ. Итак, друзья, в эфире Казахтайм, а следующая композиция группы Райм «Двигаться». Жандос, поговорите, пожалуйста, немножко. От вас идет очень плохой звук. Попробуйте тогда без наушников. Без наушников попробуйте. Нет, не получится никак. Жандос, попробуйте без наушников выйти, потому что очень некачественный звук идет, перегруз. Попробуйте. Угу. Давай, может быть, по телефону попробуем набрать его. Есть телефон? Сейчас, конечно, Димаша пустим тогда. Да, хорошо. Потом к нему. У нас сколько времени осталось? 4 секунд? Не, у нас минута. Минута? Да. Жандос.
Да, и у нас есть вопрос к консулу. Есть вопрос к консулу. Есть вопрос к консулу? Да, как получить утерянное гражданство Казахстана? Давно утерянное. Тогда сейчас давайте консула опустим. Как получить утерянное гражданство? Да, давно утерянное гражданство Казахстана. Да. Приветствую, друзья! В эфире Казах Тайм на Freedom FM из Нью-Йорка на весь мир. Итак, друзья, сейчас вот в гостях у нас как генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке господин Алмат Айдарбеков. И у нас здесь есть вопрос Алмату. Подскажите, пожалуйста, господин Алмат, как получить утерянное гражданство Казахстана, если это было давно утеряно? То есть какие там есть возможность его обратно вернуть? Да, спасибо большое за вопрос. И утеря гражданства это очень такое, там много нюансов. Я бы посоветовал обратиться по нашему телефону 646-370-63-301. И, то есть, объяснив свою ситуацию, можно будет получить консультацию, как можно будет правильно в этой ситуации поступить. Дело в том, что казахстанским законодательством не предусмотрено двойное гражданство. И если здесь надо будет смотреть, есть ли гражданство другой страны. Если уже человек получил гражданство другой страны, это, к сожалению, обратно восстановить казахстанское гражданство только через выхода от того гражданства, которое, зарубежного, которое он получил. Как я сказал, есть очень много нюансов. Поэтому я просто рекомендую еще раз вот телефон 646-370-63-301. И позвонив по данному телефону, можно будет получить соответствующую консультацию. Да, благодарим за ответ ваш. Алмат, тут еще один вопрос подошел к нам, отправили нам. Сейчас в некоторых странах бывшего Союза стало модно запрещать изучать и говорить на русском языке. Как обстоят дела с этим в Казахстане? В Казахстане, вот как вы сами видите, мы все общаемся на русском, да, даже здесь, да. То есть в Казахстане, во-первых, в нашей конституции русский язык он прописан как язык межнационального общения и официальный язык. Казахский язык это государственный, а русский это официальный язык. Поэтому у нас с этим проблем нет. Имеется в виду, естественно, за все годы, которые мы существовали, то есть наша Казахская республика в составе Советского Союза, мы накопили огромный культурный пласт, и мы, не теряя то, что было наработано в этом направлении, дальше продвигаем и продвигаем нашу собственную культуру. То есть казахский язык, он, естественно, набирает оборот у нас, но не в ущерб русскому языку. У нас в Казахстане, в отличие от других республик, у нас действуют как и школы на казахском языке, так и школы на русском, на уйгурском и на других языках тоже. То есть это Министерством образования предусмотрено образование на этих языках. Плюс к этому политика нашего государства это трёязычие. Казахский, русский и английский языки. Да, поэтому во всех учебных заведениях у нас студенты обучаются, школьники, студенты обучаются на всех вот этих трех языках, минимум. Замечательно. Вот тут еще один вопрос к нам в эфире. Насколько возможно получить гражданство Республики Казахстан детям, родившимся на территории США, если родители граждане Республики Казахстан? Это да, это такое тоже вот в продолжении предыдущего вопроса про восстановление гражданства. Я опять-таки повторю, что двойное гражданство не предусмотрено законодательством Казахстана. Поэтому по всем вот этим вопросам надо будет созвониться и, объяснив ситуацию конкретно, каждый может получить соответствующую консультацию вот по телефону, который я до этого сказал.
Все, благодарим. Друзья, мы еще раз напоминаем вам, пишите вопрос консулу по номеру 347-201-0410. 347-201-0410. Вопрос консулу. За лучший вопрос мы подарим красивые подарки от нашего консула, генерального консула. Благодарим. Итак, продолжаем наш эфир. И следующую композицию мы запускаем. И с вами наслаждаемся. И дальше набирай код Казахстана и телефон. Димаш, подержи, пожалуйста, прямо. Отвечай потом. Женщина, которая задала вопрос про язык, Салям, ребята. после того, как вы ответили, пишет, пишет, спасибо мудрому руководству страны. Спасибо. Ой, я еще. Она что-то говорит, по-моему, даже, ну, типа, интернешнл нельзя, там какой-то надо зайти на сайт. Жулдус ФМ сказал, может по WhatsApp попробуем лучше. Окей. Жулдус ФМ, мы вам сейчас звоним. Как вы обычно звоните? Как вы обычно звоните? 8 Не-не-не, 7. А здесь 7 нет уже? То есть 7 просто, да? Да, потому что 8 это внутри страны. Да, А 7 так плюс 7 плюс 7. 0, 1, 1, 7. 7, 707, 302, 18, 13. Роза, Кожан. Ержан, салам. Жулдус ФМ, они спрашивают, если через WhatsApp можно позвонить. Расскажи, пожалуйста, про артиста, про Цой, да, потому что людям интересно, что это. Ержан, салам алейкум. Анатолий. Қалдарғалай достар, біз тікелей эфирдеміз Freedom FM, алғашқы біздің эфиріміз. Алло, да, Жандос, оставайтесь на линии, пожалуйста, хорошо? Да, Даниэра вас представит. Господин Алмат, Мади, Мади. Михаил, все мы нас здесь. Итак, сейчас наш скорый эфир. Қазақша сөйлейміз достар. Қазақша, 5 секунд, 3 секунды. Хорошую информацию дал. Да. Я, например, не знал, что 31-го там это, да? Шоу. Шоу. Я тоже не знал. Да. Так, смотрите, значит, есть несколько вопросов по культуре. Знаю казахскую оперную диву Марию Мудряк. Расскажите, пожалуйста, о развитии оперного искусства в Казахстане, на каком языке исполняются оперы, каков репертуар. Ты можешь озвучить этот вопрос, сказать, что мы подготовим к следующей программе, подготовим эту информацию. Можно прочитать? Сейчас я дам. И еще один есть вопрос. Да, Мария Мудряк, она в Италии сейчас, по-моему. И еще один вопрос. В 80-е годы в бывшем Союзе была очень популярна казахская певица. Да. Как сложилась ее творческая судьба? Вы можете сказать, что мы приняли ваши заявки, да, мы расскажем вам. Что знаешь? Да, можно съездить. Прекрасно, очень хорошо, замечательно. Вот это люди, кстати, будут очень рады. Да, потому что ее знают и казахстанцы, и русские, да, ее знал весь Советский Союз. Поэтому вот видите, сами слушатели нам как бы подсказывают даже, в какую сторону двигаться, да, чтобы это было интересно всем, да, не только казахстанцам, но и русским, то есть всем, кто слушает как бы русскоязычное радио в Нью-Йорке. Да, у нас есть много таких. Вот, например, Иманбек. Иманбек. Он вообще взорвал простой парниша. Сделал ремикс на американскую песню. Она стала лучше оригинала. Он выиграл Грэмми. Круто, красавчик. Пока Грэмми... Вообще не получил. Номинация была, Номинация. На самый лучший dance music. Welcome back. Итак, сейчас что по плану? Зачитываем вопросы или сразу Димаш сначала дадим время? Давайте Димашу дадим время, потом зачитаем вопросы, как раз консулу перейдем. Можно будет, Даняр, можно будет Иманбека, например, про Иманбека рассказать и пустить вот этот обязательно, с удовольствием. Если здесь есть... Все, ребята, как вы думаете? Запустим Иманбека. Да. Запиши себе, что были вопросы про Марию Мудряк, просто чтобы ты не забыл. И Розу Рыбаеву, да. Чтобы попросили нас рассказать о...
об этих казахстанских артистах, да? И вот еще задает вопрос. Сохранились ли в современном Казахстане народные традиции, такие как конакасы, я, может быть, не туда ударение ставлю, прошу прощения, конакасы, шашу, бесике, саду и другие. Изучают ли дети в школе народные традиции, или они устарели и забыты? Такой вот еще есть вопрос. Замечательно, хороший вопрос. Но сейчас, по-моему, я знаю, что хотят внедрить в школах казахша күрес, именно национальную борьбу, как один из и кокпарды. Это все у нас в традициях есть, и они развиваются дальше. Да, еще даже лучше. Хочешь, можешь задать этот вопрос и коротко можно на него ответить, или можешь опять же нас сказать, что, ребят, время уже все, поэтому в следующей программе я как бы могу раскрыть эту тему, если вам это интересно. И давай вообще скажи, если вам интересно что-то, что вы хотели бы узнать, услышать в наших следующих программах, пожалуйста, пишите смс на этот номер с пометкой «Казах Тайм», и мы будем знать, я буду все эти смс тебе отправлять на e-mail, да, там «Казах Тайм», все, значит, я буду тебе сразу отправлять. В авторской программе Ирины Дмитраковой «Ой, мамочки». И следующего гостя, да, наверное? Да, кого в гостях вы хотели увидеть, да, там, так далее. Так, и последняя песня у нас, собственно... Кто у нас? Давайте Музак, который вам давал песню. Музак. Только не Волков Тимур Алмай, а последний еще. Улудала. Она такая. Все, выходим через 10 секунд. Добрый день, друзья! В эфире Казах Тайм. У нас сегодня интересные гости, генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке Алмат Айдарбеков. И вот мой коллега, мой друг Димаш Ниязов, лучший полицейский года, спортсмен, актер. Сейчас он расскажет интересную рубрику про Нью-Йорк. Давай, Димаш, слово тебе. Добрый день, ребята. Сегодня вот новости США. Сегодня президент Джо Байден официально восстановит ограничения на поездки в США для путешественников, не являющихся гражданами США, из Бразилии, Ирландии, Великобритании и 26 других европейских стран. Так мы вот говорим о Джо Байдене. Он на днях назначил начальника протокола. Так, кого он назначил? Кого? Он назначил уроженку из Казахстана. Да, ты? Да. Это вы услышали все верно. Ее зовут Асель Туленова Робертс. Поздравляем, Асель, это, мне кажется, конечно, замечательная должность. Ведь те, кто не знает эту роль, это очень-очень важная роль. Это сотрудник Государственного департамента США, ответственный за консультирование президента Соединенных Штатов, вице-президента США и государственного секретаря США по вопросам национального и международного дипломатического протокола. И очень-очень интересный факт про Асель. Она говорит на русском, английском, казахском и японском языках. Замечательно. Мы поздравляем Асель. Поздравляем, Асель. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем у нее взять интервью, пригласить к нам в гости на наш Freedom FM, Казах Тайм, на лучшей радиостанции в Америке. Итак, друзья, номер эфира 347-201-04-10. Вы на этот номер можете отправлять смс, интересные вопросы про Казахстан, вопросы консулу. И мы на них обязательно озвучим, прочитаем и постараемся ответить. Здесь пару вопросов было про Марию Мудряк, нашу оперную певицу, и про Розу Рымбаеву. Мы, к сожалению, уже час эфира нашего подходит к концу, поэтому мы не успеваем на все вопросы и все темы озвучить, но обязательно на следующий эфир мы об этом расскажем. И вот интересно, друзья, что бы вы хотели услышать в следующем эфире, может быть, каких-то гостей пригласить на наш эфир, вы обязательно пишите на номер, который я продиктовал, 347-201-04-10 с пометкой «Казах Тайм», и мы обязательно в следующем эфире расскажем более подробнее. Итак, друзья, сейчас у нас в гостях наш генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке, Алмат Айдарбеков, господин. Давайте мы, как обещали, сегодня подытожим нашу рубрику с вопрос консулу и подарим наши прекрасные подарки. Я так понял, который вам понравился. Выбрали мы за лучший вопрос, это приз за вопрос о языке, который задали вопрос по поводу языка. Мы обязательно с вами свяжемся. Наш подарок мы вам
объясним, как можно будет забрать, передать. И, ну, господин Маматов, ваши слова. Да, Даниэль, Пожелания. еще раз спасибо большое за то, что пригласили, уделили время. Мне было очень приятно познакомиться и стать первым гостем вашей рубрики «Казах Тайм». И я вот хотел пожелать удачи и творческих успехов. В завершение я вот еще хотел бы сказать, что помимо, естественно, Димаш Кудайберген, он это у нас Наша гордость. Да, наша гордость и будущая большая звезда. А помимо него у нас есть, естественно, много талантливых молодежи. Например, Данелия Тулешева. Все верно. Да, например, Иманбек, да. Я предлагаю по поводу Иманбека более подробнее на следующем эфире прям рассказать и поставить его композицию замечательную, да, которую вот он... Да, то есть много творческой молодежи. Здесь, я думаю, у вас очень много будет работы на Freedom FM. И совместно с ними, я думаю, вы будете достойно, на уровне представлять нашу культуру, наш язык и нашу страну. Сондықтан тілегім келетіні, Данияр, барлығы сәтті болсын. Бүгін енді тұсаукесері өтіп отыр. Сондықтан тек қана келешекте барлығы жақсы болып, сәттілік серік болсын дегім келеді. Рахмет, құрметті. Помимо еще, мы хотели бы еще, здесь про язык очень хороший вопрос был, естественно. Многие заблуждаются, что в Казахстане притесняют другие языки, но это на самом деле не так. То есть изначально, испокон веков, Казахстан была страной, землей, которая всегда почтила и всегда помогала своим гостям. И давали самое, мы говорим тыр, это самое почетное место у нас в доме, мы всегда все это предоставляем для наших гостей. И помимо этого я еще хотел бы отметить про наши, вопрос прозвучал про нашу культуру, про наши традиции, естественно мы чтем наши традиции, там был вопрос про биски салу, саукесу, Хырхнан Шигару и так далее. Вот если будет возможность, давайте вот про язык и про наши традиции, который вопрос был. Подарим подарки. Да, от имени нашего генерального консульства. Все, с удовольствием. Рахмет сізге, господин Алмат. Итак, друзья, құрметті достар, бүгін бізді тікелей эфиріміз осымен аяқталады. Благодарю вас, что были с нами. Это целый час пролетел очень незаметно. Итак, друзья, до скорой встречи на Freedom FM, на лучшей радиостанции мира. Вместе с вами Казах Тайм. Следующая композиция группа Музарт, Олодава.